ЮЗС есть у вас? 181. Прикладывайте. Дайте чебурек. 2, 3. Один. Что еще? Так, ну что, всем приветик. Так, это что у нас была настоящая пекарня. Не знаю, как качество. Так, а здесь горпечать. Открыто. Сегодня, кстати, должна газета выйти. Вечерний. Что, уже 55 рублей за стол? Давно. Я еще по 30 покупал что-то. Ну, значит, давно не брали. Да. А этот еще газета Якутск вечерний, потом. Не, подождите, я просто это вспоминаю. Ну вот же, вот перед вами. Наше время-то уже не издается, да? Нет, да. А сегодня какие были? Якутск вечерний. Четверг, пятница, все свежие газеты. Все свежие, да? Комсомол. А, ну это уже московское. А с местных Якутск вечерний, что еще? А эхо недели нету, да, такой? Уже, да? То есть что, это Якутск вечерний один остался, да? Да уж, да уж, да уж. Раньше столько газет продавалось, я помню. Якутск вечерний, наше время, эхо недели. Все, можно было 3 газетенки взять на 50 рублей и почитать. А тут что у нас? Местные продукты. Арбузы тоже местные. Так, помидорки 150, огурчики 150. А арбуз почем? 60 кило, да? А сколько весит тут такой небольшой примерно? Ну, килограммов 5, да? Да. А они сладкие или как? Так себе, да? Да, Сладкие. будете брать? Не, ищить надо было. Зверюка. Такая разная. Кладовая севера, рыбная. Рыба. Ух ты, осетр есть, смотрите, 2100 рублей килограмм. Умуль 850. Так, один всего смотрит, наверное, 1000 рублей за кило, да? Сучками продают. По 1200, это слабо соленая, да? Умуль 745. Для кошек по 350 рублей, да? Бегирка 360, нарезанная рыба мороженая. Так, а что? Мясо фарш оленина 500 рублей, да? Оленина, анабарский улов 300 рублей. Ух, тут дешевле, по 300 рублей. Нормально. Оленина, 400 рублей. Так, а что у нас? Омуль морской. Омуль морской, летний улов 450 рублей. Так, что? Летний 450. Понятно. Так, тут всякие
ФПК РЛ, Манский УЗ, местная продукция. Молоко. Хочу варенье 220 рублей. Протертое, да? 650 рублей. А 650 граммов. Так, молоко. 83 творог. 138 рублей сюда. Ну, это явно не килограмм, да? Сметана 200 грамм. 150 сливки, 173. Так. Говяжий 129 куриный. 298 чихон. Ну там какое-то молочное изделие. 220. Такая коробочка. Говядина 600. Вот потроха продают говяжий 396. Тут набор хату 95. Так, что, курица, филе, филе это куриное 430. Все понятно, так, вот что такое у нас местная продукция. Брусника, варенье, да, это разное с красной, малиновая, черная, смородина, за 350 грамм цена указана. Варенье с черной смородиной, 500 грамм, 450 рублей. Ну, да, цены такие, ё-моё. Так, ну, 300 рублей амурский. Это сколько там граммов? 300 граммов. Лупах 150. Вот типа напиток такой с коровы. Так, творог. Ну, молочка разная. Йогурт по 70. Так, сливки 220 рублей. Какой там объем? Полкило. О, карасик вареный. Одна штука 100 рублей. Что, дорого как? 100 рублей. Одна штука. Сыр 950 рублей. 750. Ветчина 650. Полуфабрикаты. Разные тефтили, котлеты. 500 граммов. Доставка. Так, вот такие цены. Примерно видно, нет? Дойду, гуляш, длину, с мясом 600 рублей килограмм. Обалдеть. Кровяная колбаса 800 рублей, потроха. Ну, там 400 рублей, говядина 750, 630, свинина 450, печень. Это что? Печень куриная, да? 250. Тут набор за 250. Надо взять. Если совсем денег нет, так, это хлебокомбинат. Комбинат тут разные. Вкуснишки разные, тоже целые. Это 200 граммов. 54 рубля. Обалдеть. Тортики. Сколько тортик? 400 граммов, 354 рубля. Ага. Да. Печенюшки разные. Хлеб, вот хлеб. Батон 55 рублей. Хлеб пшеничный 48 булка 500 граммов. Ватрушка 38 рублей 100 граммов. Так, а вот рулет маковый 106 рублей, да? Так, это у меня зефир пускаю. 400 грамм, все 173 рубля. И вот это вот конфеты местные тоже, мармелад.
200-300 рублей пачка стоит. И разные тут продукции. Тоже баранки, сушки. 99 рублей за 350 граммов. Короче, цены вах. Вах, вах, вах. Вах, вах, вах. Так, ну что, всем приветик. Кто там подключился? 4 человека смотрят. Всем привет. Сейчас дойду, комменты почитаю. Это у нас идет ремонт проспекта Ленина. Ремонт проспекта Ленина. Смотрите, это прикольно. Это естественная приемная ЛДПР здесь. Разных организаций. Так. Доски мемориальные. Так, ну что, у нас улицу делают проспект Ленина. Вот это получается площадь Ленина. Здесь что мы видим? Памятника Ленину нету. Его убрали на реставрацию. Обещают где-то в сентябре, что ли, обратно поставить. Ну, посмотрим. До сентября уже недалеко. Так, тут разная коммуникация, вернее, провода всякая. Так, вот сейчас вот так вот площадь у нас Ленина выглядит. Вот идут работы какие-то капитальные. Плитку ложат. Короче, ее же раскопали на 2 метра глубины всю тут улицу. Весь проспект. Так, в ту сторону я ходил. Сейчас в другую сторону пойдем. Памятник убрали Ленина. Ну, обещают поставить на место. Так, здесь... смотрите, здесь уже асфальт положили. Вот сейчас сюда пройдемся, посмотрим, что за асфальтик у нас. Надеюсь, стерим посмотрят люди. Веду просто с телефона вот в таком формате. Поэтому не обессудьте. Еще там как качество. Потому что через сотовую связь. Ну, тут, знаете, вот этим пахнет асфальтом, только что уложен. Смотрите, какой слой ложат. Обалденный слой какой ложат, толстый. Угу. Тут еще что-то не доложили. Тут еще должны тротуар сделать. Провода всякие прокладывают. Грейдер. Так, вот он. Получается, сейчас мы по участку идем, который от улицы Кирова до в ту сторону, в сторону театра оперы и балета движется. Ну, здесь, смотрите, эти бордюр, да? Бордюр даже заклеивают лентой, какой-то пленкой, чтобы, видать, не портилось, что ли, не пачкалось. Такой бордюр. Что-то у нас копают. Ну тут, короче, еще же укладывают эту, делают велодорожку. Вот поэтому на 2 части тут все так разделено. Это будут опоры вот эти. Фонари ставятся или что под них выход. Поэтому вот будет тротуар, одна часть, и велодорожка. Короче, двойная. Или вот с этой стороны, да? Или с этой. Так, давайте посмотрим. Так, вот эта сантехника торчит здесь у нас. Она же должна быть уровень. То есть еще будут добавлять, получается, слой асфальта. Но она сейчас, вот эта штуковина, люк этот торчит здесь. Люк торчит. Так что вот можно пока погулять по проспекту Ленина, что обычно невозможно, потому что поток транспорта очень большой. Кстати,
улица, она вот по центру, она чуть выше, чем по краям, получается. Чуть выше, имеет как бы такой наклон в обе стороны. Наверное, это так специально сделано, чтобы вода уходила. Тут, наверное, будут какие-то здесь воду, которые будут сливать штуковины. Так, мы вышли на плитку. Плитка. Уже часть уложена. Смотрите, вот так вот она уложена. Так, сейчас я остановлюсь и почитаю, кто что пишет. Сейчас видны все сообщения. Так, что-то никто не пишет. Ну ладно, пишите, если есть желание что-нибудь. А сейчас пока смотрим. Так, вот. Здесь тоже должны что-то делать. Смотрите, тут бордюр ложат. Но еще работ очень много, честно говоря. Еще работ очень много. Здесь частично уложили. Смотрите, вот тут частично уложили. Под магазином ЛНР. Так вот ее ложат. Какая-то куча песка или что это, земля. Ну и такая плитка или брусчатка, это как называется, кирпичи, короче, вот такие вот. Бордюр, все это вровень, короче. Таким образом. Вот так что вот мы с вами прошлись по асфальтику свежему. Только недавно здесь накатанному, да? Ну, велосипедисты ездят. Что-то там техника какая-то работает. Вот смотрите, здесь что получается. У нас это велодорожка, она чисто асфальтированная, да? Это велодорожка для велосипедистов будет. Вот она такая. Тротуар, он вот, он с плитки. С плитки тротуар. Один лайк, шикарно. Трое человека смотрит. Давно я не запускал стримы уже, поэтому люди отвыкли. Мало, поэтому я вот решил как бы немножко возобновить их проведение стримов. Обычно в пятницу я проходил как бы и снимал. И народу было, в принципе, смотрело нормально. А сейчас, естественно, люди уже отвыкли. И их немного. Так, здесь землю, смотрю, насыпали уже какую-то. Смотрите, тут, видать, деревья или что будут. Или это была земля. Так, здание библиотеки публичной, городской. Так, здесь площадка вот такая вот, где институт космофизики. Какие-то провода торчат. Тут еще траншея. Вот вырыта, смотрите, вот траншея. И в эту вот траншею они что-то... тут бордюр будет, да, я так понимаю, бордюр. Такие вот кирпичи. Так, проходим дальше. Приходится по песку вот так вот шуровать. Да, что-то тут делают, короче. Так. Такое ощущение, что еще работы очень много. В общем-то, здесь что мы видим? Это улица у нас Октябрьская, да? Улица Октябрьская, пересечение проспекта Ленина и Октябрьская. Так. Что-то залили бетон и, короче, он сейчас застывает. Машины идут вот тут таким вот потоком большим.
надо перейти. Здесь еще все разрыто. Ой, бетона налили, смотрите. Все стынет. Короче, это что-то чурки какие-то здесь деревянные. Это вот раньше такими, кстати, тротуар был выложен деревяшками. Они что еще с прошлого века остались? Вон она. Ё-моё. По идее, должна была сгнить уже. Или это новое? Что-то там они пилили. Так, вот это вот у нас улица Октябрьская и пересечение проспект Ленина. Так, институт космофизики, песок. Так, проходят. Памятник Шаферу, ученый был такой, заведовал этим институтом космофизики в советское время еще. Так, вот такие вот получается у нас это бетонное. Что-то вынули, что ли, бордюры. И здесь у нас вот эту часть, а это получается от улицы Октябрьской идет асфальтирование. Идет асфальтирование. Там он что-то в траншеях делают в этих. Вот тут должны коммуникации еще проходить, естественно, всякие кабеля. Плюс еще водосток. Соответственно, чтобы лужи не образовывались. Короче, целое дело. И провода, как интересно, прям болтаются. Сколько людей ходит, а? Толпа целая. А, вот это вот, смотрите, эта штуковина, она рассыпает асфальт горячий, и потом рассыпает, и вот эта вот машинка с колесами двумя, она его раскатывает, укатывает. Вот так вот. Что-то меряют рулеткой. Рулеткой меряют. Вот тут какой гравий, тут черный аж. Так, здесь уже получается тротуар сделали. Вот этот участок, это, я так понимаю, здесь будет велодорожка. Велодорожка вот это вот просто ее заасфальтируют. Если, кстати, вот это приемная президента Российской Федерации, здесь Академия наук находится. В этом же здании историческом. Вот. Цветочки куда-то сюда составили. Опа. Цветочки. И вот здесь вот двухцветный, смотрите. Двухцветная плитка. Такая вот. И темная и светлая, короче. Да, вот этот получается каток, он катает. То есть вот прямо сейчас, по сути дела, идут работы по укладке асфальта. Так. Привет, удачи тебе, Омск. Привет, привет, Евгений Плеханов, Михаил Савин. Когда откроют уже? Пахан Тима, опять одно и то же снимаешь. Это Якутск, да, Якутск. Это ремонт проспекта Ленина. Ну, я почему вот центральную улицу освещаю, как идет ремонт проспекта Ленина. Сейчас идет, смотрите, асфальтирование. Ну, они должны доделать ремонт, как было написано там где-то в октябре, уже до мороза. То есть сейчас вот, представляете, за какие работы? Здесь на 2 метра глубины было вырыто все. И сейчас вот наложили несколько слоев, там подложили кучу всякого, всяких укладок, чтобы дорога, она держалась вот в условиях вечной мерзлоты.
Это центральная улица, здесь поток транспорта просто очень большой. Поток транспорта очень большой, поэтому такое основное как бы веху в жизни Якутска я вот пытаюсь освещать, как идут работы людям, потому что интересно, потому что, ну, сами понимаете, здесь обычно много транспорта ездит, а сейчас эта улица полностью перекрыта, вся проспект Ленина, и машины ездят как-то в объезд. В объезд они ездят, и, соответственно, неудобно там пробки и так далее, всякие проблемы в связи с этим связаны. Поэтому все ждут, когда эту улицу отремонтируют уже по новой, да, и она по ней транспорт, движение откроется транспорта. Вот видите, да, шуруют эти машины. Катков сколько? Раз, два катка, и он там третий каток. Видали, да? Сколько всего. Техника. Да, вот так, вот так. Это получается вот этот участок, да, заасфальтировали. Я еще знаю, участок заасфальтировали, который от площади Орджоникидзе до улицы Курашова. Тоже заасфальтировали. Да, надо как-то будет сходить, там другие места поснимать. Ну, пока вот что-то пока вот особо ничего не снимаю в городе, поэтому вот снимаю вот это основное, как бы так. Вот дорожка видно, да? Дорожка. Овощи, да? Овощи. Катка идет. Катка. Это, кстати, напротив магазинов вкусной еды. Это бывший магазин Климада, кто помнит. Ага. Кто помнит. Тут, кстати, театр оперы и балета. Вот это здание Академии наук Якутии, ну, российский филиал. Вот это вот историческое. Еще каких-то 50-х, 60-х годах постройки. Так, вот что вот, смотрите. Получается, вот как будет выглядеть велодорожка и тротуар для пешеходов. Тут какие-то еще рукава вот такие делают. Ну, короче, работа, да, такая грандиозная. Я еще повторю, что выкапывали вглубь на 2 метра целых. На 2 метра. Представляете, за сколько тут надо слоев уложить, грунта, гравий, все вот это вот не просто так. И все это сделано, чтобы дорога не ломалась, чтобы не приходилось ее постоянно, значит, ремонтировать. Вот делают такие работы грандиозные, очень масштабные. Но здесь улица получается полностью вместе с тротуарами заменяется. Так, и вот, кстати, здесь у нас есть стенд. Капитальный ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Хабарова до улицы Красноярова. Да? Это вот этот участок. Вот так вот. Тут, короче, нарисовано то, что какие работы производятся. Так, а здесь у нас длина какая-то 3 километра почти. 4 полосы движения. Ширина проезжей части 14 метров. Так, протяженность велодорожек 3,7 километров. Площадь тротуара, площадь асфальтирования. Короче,
количество опор освещения 220 штук. Протяженность лотков водоотведения 985 метров. Сметная стоимость строительства. Так, смотрите, 1 миллион 667 тысяч 740 рублей 15 копеек. Продолжительность строительства 24 рубля. Что-то не понял я, какой 1 миллион 667 тысяч рублей 740. Ну, вот серьезно. Это странно. 1 миллиард, может быть? 2 миллиарда или как? Смотрите, все как должно выглядеть в итоге. Вот так вот. Но это уже компьютерная как бы графика здесь. Визуализация. Вот какой-то баннер здесь Якутск должны весь сделать, да? Вот оно все вот так вот. Какие-то специальные остановки такие, такого дизайна, опоры под эти освещения, да? Вот. Должны эти деревья посадить, лавочки сделать. Вот все видно здесь, да? Видно, да? Так, вот таким образом. А сроки-то какие? Сроков здесь нету. Да, сроки 24 месяца. А когда начали, когда на 24 месяца, короче. 2 года. Ну, а пойдем дальше. Посмотрим, что. Так, это улица у нас Петровского. Улица Петровского. Так, я думаю, тут можно уже выйти, да? Выйти на асфальт. Пройти по асфальту. То есть вот этот участок еще тоже должны делать. Но главное успеть до холодов вот эти вот работы произвести. Потому что потом уже будет, естественно, проблемнее все это производить. Хотя работы по раскопке дороги, они проводились у нас, получается, с октября, с декабря месяца, с ноября месяца. Кстати, вот на этом месте, вот здесь, где театр оперы и балета, вот на этом месте, как раз, которое я показываю, здесь было найдено какое-то старинное захоронение. Там семья, что ли, ну, несколько человек было. Значит, обнаружена, стояла палатка, ну, там, когда раскопки-то делали, соответственно, как раз, наверное, ну, как известно, городу Якутску 390 лет. Вот исполняется в этом году почти 400 лет. История, в общем-то, древняя. И здесь люди уже давным-давно как бы осваивают эти земли. То есть живут здесь давно. Ну, естественно, раньше город был совсем маленький, да? Вмещался он, в общем-то, вот в этой центральной части только, да? Где старый город, вот здесь вот. Здесь, насколько я знаю, вообще стоял вот здесь, где театр оперы и балета, на этой площади где-то острог был. Острог. Так, вот велодорожку здесь положили, смотрите. Велодорожку положили, по ней можно пройтись. То есть здесь еще работ. Ё-моё, вот плитка, смотрите, сколько здесь плитки, которые должны выложить. Просто там несколько рядов. В несколько рядов эта плитка. Вон детишки лазят. Так, тут еще вот это, этот еще площадь, что-то с ней должны с этой делать, наверное, да, или, наверное, уже, оставят. Я однозначно не успеют. Техника стоит. Так, далее идем. Смотрите, здесь что-то работы идут по
по вот этой, тут, видим, бетонирование идет, да? То есть вот этот участок его, видать, продолжат, что ли, туда дальше проложат. Так, тут еще натянуты какие-то веревки, штыри торчат, надо осторожно ходить, а то можно напороться. Это что у нас? Площадью, это площадь Дружбы. Так, вот посмотрите, какой здоровенный здесь. Это клумба такая, да, представляете, многоэтажная клумба. Интересно, я здесь не был, поснимать хоть немножко так. Сейчас видны все сообщения. Памятник выдающемуся якутскому деятелю. Так, здесь у нас, она получается квадратная вот такая. О, и палеты вот с этой плиткой, они аж раз, два, три, четыре, пять. Ё-моё. Короче, в 6 рядов плитка. Плиты бетонные, тротуар. Гранит черный. Вот их все привезли. Да. Масштабно, масштабно. Все вот так вот она выглядит. Такие вот. Ну, она есть светлая, есть черная. Да, вот эти черные, она меньше размером плитки, чем светлая. Так, вау, вот здесь вот видно, сколько масштабно все здесь получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 рядов. Вот эта вот плитка здесь стоит. Так, ну а сама площадь, она вот такими бетонными блоками уложена, да? В принципе, вот если такими делают бетонными блоками большими, да, долго сохраняется. Вот. И дороги такие тоже долго сохраняются. И тут площадь тоже аналогично. Чисто бетонные такие плиты. Так, детишки лазят на памятники. Ну и пошли дальше с вами. Вот такая вот клумба, многоярусная квадратная клумба. Туда выйдем. О, или не выйдем? Выйдем, наверное, да? Ух! Эти как называются? Цветочки-то. Фу, забыл уже, на П. Как-то называются. Так, ну что, проходим, все. Далее. Далее. Вот здесь, видите, асфальт. Весь подняли они. Получается, асфальт были, они весь его содрали, тоже что-то ложить должны. Угу. Так, что надо, кто тут ходит, надо под ноги внимательно смотреть, чтобы ноги себе не обломать. Ну вот итоговый вариант вот этот. Ну, тут еще должны доделать вот это. Опоры, освещение должны ставить еще. А вот эти хорошо березки сохранились здесь. Смотрите, березки сохранили. Как бы. И вот мы подходим к улице Кулаковского, которая идет вдоль как это озеро-то называется, забыл уже. Ну, короче, там уже, вот там залог считается. Залог. Вот это озеро, оно залог. Оно пересыхало раньше. И поэтому вот там дома были. Короче, жили там. Ну, изначально, когда Якутск был основан,
жили там в основном вот эти как царские люди в этом заложенном районе. Ну и там участок вот этот сохранился. Этих зданий, домов. Можно, кстати, пройти туда, посмотреть, стремить. Вот улица. Это у нас Каландарашвили, тоже ремонт ее идет. Тоже ремонт. Ну и смотрим здесь. Все вот так выглядит. Ну, наверное, еще, думаю, слой асфальта положат, потому что вот эти люки канализационные, они торчат. Так, ну и давайте сюда уходим уже. Сюда уже уходим. Так, это Институт горного дела Севера имени Черского. Кстати, вот это бюст стоит Черскому. Именем его поселок, даже вот на севере поселок Черский есть такой назван. И здесь, смотрите, здесь цветочки вот такие вот. Так, мне написали что-то, давайте почитаем. Город ремонтов. Привет, давно не видел прямых эфиров. Да, привет, Иван Чувашов. Угу. Так. Академик Черский. Ну и был исследователь Николай Васильевич. Так. Улица Кулаковского. Ее тоже, кстати, смотрите, тротуар здесь сделали. Тротуар сделали новый. Этой плиткой выложили, черной. Мелко. И здесь тоже выложили. Тоже выложили здесь. Так, ладно, давайте перейдем улицу. Ну и здесь вот, по сути дела, вот эти бетонные сваи лежат, которые уже закрывают доступ на проспект Ленина, вот эту часть, которая ремонтируется. Так. Проходим дальше. Светофор. Светофор умный. Показывает время, сколько осталось ждать. Так, и вот это озеро, да? Залазское озеро. Можно, кстати, вдоль него пройтись. Там спуститься и по этому пройтись. Кстати, наверное, так и сделаем. Потому что ходить вдоль дороги очень шумно. И, соответственно, еще дышать этой всеми выделениями от машин неохота. Вон пыли сколько. Клубы прямо. Клубы. Она машина проехала, и клубы пыли поднимаются. Так что давайте вот сюда вот сейчас спустимся по этой лесенке. По этой лесенке спустимся и вдоль этого озера по бордюру вот этому пройдем. Так что там скорая помощь. Скорая помощь. Кому-то плохо. Угу. Вот посюда можно пойти. Как это вдоль озера это выложено. Такая вот, как это сказать, не тротуар, а такая территория. По ней можно, в принципе, идти. Здесь тоже цветули. Смотрите, высажены цветули. Тут фонтан, вот смотрите, даже фонтан когда-то работал. Немножко начинает цвести. Ага. Водоем. И можно так вот проходить. Здесь новое здание большое. Центр РЛ. Тут разные фирмы какие-то находятся, магазины. Институт развития профессионального образования также есть.
Так, наверное, надо снимать. А здесь, смотрите, спортивная территория. Вот такая огороженная куча тренажеров. Куча. Это хорошо, что вот такие зоны делают. И могут люди здесь тренироваться. Стань лучше. Кроссфит. Округ автодорожный. Так, ладненько. Идем дальше. Здесь камыш. Там музычка играет у них. Кто-то бумбоксик свой включил, чтобы было, видать, веселее физкультурой заниматься. А вот это что такое-то, я не пойму. Какие-то столики или что вот это? Вот один. Вот второй он есть. И там дырка какая-то в середине. Флаги, наверное, устанавливать сюда. И плиткой обделано. Ну, кстати, водоемом пахнет. Тут водоросли, вот это, как это, не водоросли, это то, что растет. Смотрите, в этом водоеме. Как эта штука называется? Водоросль, да? Ну, вот Деталое озеро, там чистят территорию, но там как бы прокат вот этих вот лодок, на которых можно покататься. Катамараны, лодки там. Можно веслами погрести, либо можно вот, педали покрутить у катамаранов. Упс. Так, тут какой-то съезд. Купаться запрещено. Видали, да, надпись? Здесь тоже вот новый дом построен относительно недавно. Высоточка вот такая. ЕКТРУ сайт. Ну, сейчас, по-моему, он почти не работает. Его закрыли в начале года. Там осталось только от ЕКТРУ, что ли, доска объявлений, а сами форумы, они, насколько я знаю, не работают. Раньше было это, в общем-то, основное средство общения от горожан, жителей республики. Там обсуждали все проблемы. Ну, печально, да? Сейчас где-то есть форумы, соответственно, другие, в других мессенджерах, такие как WhatsApp, Instagram, тоже люди общаются, которые в городе. Ну, в общем, вот таким образом. Так, идем дальше. Тут какие-то жуки или что там плавает. Я вижу, периодически они начинают всплывать, и здесь они круги нарезают. А, это комары, я понял. Были мошка. Кстати, много мошки. Сейчас вот много мошки. Если под кустики заходишь куда-то, они начинают домогать. Ну, мошка она какая? Она просто летает вокруг и все. Чтобы она как-то жалила, кусала, она не кусает. Поэтому единственное, что неприятно, это вот, что она просто... А, кстати, видите, водокачка. Водокачка. Водичку кто хочет, но здесь обычно набирают для этих, как называется, для дачники воду себе. Да, вот эти вот он, старый город, Заложный, улица Крупской. Вот этот дом антикварный, у него вот такие вот, смотрите, какие штуковины. Это у трубы слева такие оригинальные сделаны. Тут еще, кстати, люди проживают. И вот такие классные эти окна со створками, да. Вот такое обрамление. Это еще до
революционные постройки, все. Тут даже табличка памятная РСФСР, Министерство культуры Я СССР еще, табличка еще Советского Союза, памятник архитектуры 19 века охраняется государством. Такие здания здесь. А рядом вот что. Видали, да? То есть здесь вот район. Это, кстати, участок улицы Ярославского здесь вот это идет. Район, он вот такой вот. То есть здесь и старый город. Вот эта часть. То есть это чисто все здания, какие изначально вот были здесь. Ну, немножко пройдемся. Я, в принципе, здесь ходил, снимал. Видео есть на канале. Зимой я снимал их, да. По-моему, весной ходил. Что ли. Такие вот. Тут идет, кстати, какая-то стройка. Кстати, дом как будто бы двухэтажный. Там он где-то наверху даже окна есть. Вот этот старинный. Ну, здесь, естественно, ни асфальта, ничего нету. Какие-то вот такие еще дома древние стоят. 36 адрес. Дом. Вот тоже. Живут, не живут здесь люди. Тут частично в каких-то домах живут, в каких-то не живут. Тоже вот какой-то древний домина вот этот вот. Так выглядит. Ну, все так покосилось от вечной мерзлоты. Все это, конечно, происходит. Вот тоже дом. Это все крашеные, да? 47-й дом. Смотрите, какие у него эти прикольные трубы слива, да? Водослива. Видно, надеюсь, да? Вот эти выпиленные какие-то чашечки там стоят деревянные. Ну, вот так раньше красиво дома делали, украшали, чтобы было симпатично смотрелось. И вот этот дом тоже 36/1 в таком же стиле выполнен. Ну, там все, люди живут нормально, в принципе. Ну да, проблема у нас вечная мерзлота, то, что фундамент вот у многих зданий его со временем начинает оттайка, соответственно, уходит ходуном, и здания заваливаются на какую-то сторону, могут вообще провалиться куда-нибудь. Вот там вот, смотрите, вдалеке какие дома понастроили, гигантские. Тут еще участки есть, где должны, в принципе, тоже строить. Но здесь вот эти старые здания. Часть из них, насколько я знаю, они под охраной, как бы исторические здания вот эти вот. Поэтому сносить их, я не знаю, там, наверное, какие-то разрешения дополнительные. А вот это вот тоже старинный дом. Здесь когда-то был, по-моему, продуктовый магазин, но сейчас здесь один алкомаркет. Папка Якутия. Это он, по-моему, закрытый, что ли? Закрытый. Закрыто, точно. Папка Якутия. Фирменный магазин. Сейчас, кстати, идет в городе закрытие винных точек по продаже алкоголя. Смотрите, закрыто. Может быть, под эту струю его и закрыли. Ну, это, в общем, только лучше. Могли бы здесь какой-нибудь, не знаю, музей сделать, старинное что-нибудь. Тут, кстати, вот этот дом, он относительно нормально сохранен. И могли бы действительно какой-нибудь старинный музей сделать, еще что-нибудь. Выставку какую-нибудь проводить там. Вот дом тоже. Еще 19 век постройки. Но он уже, видно, в землю уже куда-то. В землю входит в землю. То есть уровень дороги, вот видите, да, а дом вот туда куда-то. То есть это сейчас на уровне окон. То есть метр на метр. Сколько он туда упал. Так, посмотрим дальше. Так, хотя бы на улице Лермонтова нету ремонт дорог.
Море. Тима, привет, лайк. Спасибо. Спасибо большое. Тут решил походить в пятницу. Буду возобновлять. Поэтому... Так, тут мне позвонили. Вот этот домик, кстати, хорошо сохранился. Еще тут люди живут. Говорю, некоторые... Ну, крыша уже у них, вон, смотрите. Крыша вся уже никакая. Она погнила. Так, почитаю. Так, Тима, помни твои стримы из Крыма с видом на Черное море. Черное, да, привет, море. Да, тоже оттуда. Где Wi-Fi был. Эту, так, звонит, это что такое? Как раз, когда не надо, мне звонят. Вот сейчас, кстати, мошкара начала меня доставать. Здесь какие-то новые здания стоят. Вот с этой стороны новые здания, да, но их, по крайней мере, да, новые. Их уже этим профлистом обделали. А это вот историческое здание. Хорошо было бы, конечно, вот чисто вот эти здания, как бы их не разбирать и по-новому строить, да, как в старом городе, а их восстановить, да, и такой участок оставить старинный. Ну, похоже, пес сидит. Еще одна улица. Так, надеюсь, он не побежит в мою сторону. Ох, и вон еще один ходит. Ну, привет. Все нормально. Улица Чапалова, 3. Ну, привет. Здешний, кстати. Смотрят на меня так собачки. Видали, да? Собачки гуляют. Надеюсь, они на меня не накинутся. Здесь, кстати, огородили вот этим, смотрите, профлистом. Сделали забор. Что-то, видать, строят здесь. Вот видите, да, какая опора была раньше. Он там, это специально для верхолазов этих, кто там, электрика, электромонтера, такая коробка. И он там в ней, когда что-то делал, находился. Лесенка. Еще вот какого-то. Это в советское время, да, конечно, это все делали вот так вот. Лестница, смотрите, да, столб. И вот это вот для, я говорю, электрика, вот такая коробка, чтобы он там стоял в ней. Да, вот здесь вот можно наблюдать такой. О, этот дом вообще, смотрите, у него крыши нету. Видали, да? Крыши вообще нету. Крыши вообще нету. Тьфу. Ну, там, естественно, никто не живет. А в этих домах вот тут висят эти, тоже исторический дом какой-то. Тут даже мемориальная доска висит. Адам Васильевич Скрябин. Вон там его портрет, как бы, а то, что он здесь проживал. Угу. Ну, если туда пройти дальше вглубь, там еще дома будут. А что-то желания у меня нету, потому что там могут собаки находиться какие-то. Они на меня будут накидываться. Рисковать жизнью не собираюсь. Смотрите, какие облака, кстати, прикольные сегодня. Сейчас у нас уже вечер. Вон, смотрите, видите, да? Такие темные, свинцовые. Уже осень в Якутске, осень. Но сегодня чуть теплее, по-моему, стало. Так, это, кстати, улица Чапалова. Кто такой Чапалов был, я не помню. Ну и выходим мы уже вот здесь вот на улицу Чернышевского, которая идет вдоль. Получается, тут берег реки был вот здесь вот. Но когда дамбу закрыли, здесь и там вот 202-203 микрорайон намыли,
получилось, что здесь вот чисто зеленый луг стал. Как бы, который затапливается периодически там весной. А так он просто как луг. То есть тут... А вон там вдалеке видно 203 микрорайон. 203 микрорайон. Улица очень шумная. Весь транспорт вот такой вот ходит. Приходится поэтому... О, джип какой-то, смотрите, поехал здоровый с флагом. С такими здоровенными колесами. Фу, эта машкара меня, слушайте, честно говоря, достала. Так, а здесь было же здание, его снесли, получается, да? Да, их два здания, они сгорели, их снесли. Ух ты, залог сохранения, смотрите. Давайте почитаем. Залог сохранения. Это вот этот район, где сейчас мы с вами прошлись. Вот тут фотография. Фотография, как он выглядел. Как он выглядел, да, недавно. То есть новая фотография. Так, еще пишут. Сохранение исторических ценностей и сложившегося масштаба. Настоящее концептуальное предложение основано на принципе сохранения исторических ценностей, сложившегося масштаба жизненного уклада залога. Основной принцип работы с территорией минимальная интервенция в сложившуюся историческую ландшафтно-природную среду. Существующая ситуация залога – это яркий пример развития исторического района Якутска от начала основания города до наших дней, сформировавшаяся на месте поддерживает историческую идентичность облика района и вводит новую систему ценностей в уже сложившуюся историческую сохранение исторического сложившегося стихийного силуэта залога, ведущего свое начало с 19 века до наших дней. Существует генплан, фиксирующий самую подлинность развития этого района, его масштаб и плотность ценностей. Так, вот так, короче, его решили сохранить. Вот сейчас я вкратце тут пройдусь, да. Сейчас мне придется отключиться. Архитектура, контекст. Вот тут, короче, кому интересно, может вот сюда пройти и ознакомиться полностью со всей программой, что как будет здесь проходить. Но мы с вами, я, наверное, отдельно все-таки схожу и тут поснимаю. Поснимаю отдельно эту программу, что и как, или может в интернете есть. Будем прощаться с вами. Ага. К сожалению, я стрим прекращаю, так что всем пока.